В другом конце города похожая ситуация. Канализационные воды топят жильцов аварийного дома по улице Якова Потапова, 13. Ранее эта проблема усугублялась только весной и летом. Но в этом году все стало только хуже. Само здание находится в низине, поэтому все сточные воды попадают прямо им под дом. Как борются с этой проблемой собственники и о чем просят управляющую компанию, узнала Светлана Амосова. На улице зима, а у нас в доме канализация. Вот так. Новый 2023 год. Жильцы многоквартирного дома по улице Якова Потапова, 13 встретили, утопая в нечистотах. Под полами находятся канализационные воды. Надежда Адамович живет в этом доме с 91 года и рассказывает, что и в те времена их тоже постоянно затапливало. Они уже 2 раза поднимали полы, но больше возвышать уже некуда. Все, уже до батареи мы дошли, мы уже выше поднять полы не можем. Дом находится в самой низине. Более того, рядом стоит новостройка, из-за которой канализация переполняется и сливается прямо под аварийное жилье. В прошлом году управляющая компания «Теплоэнергия Плюс» установила во 2-м подъезде трубы, проведя прямо через входную площадку. Вот так они сделали канализацию нам, видите? Вот, вывели. Тут убиться можно, если что, честно-то сказать. Еще страшнее обстановка в соседней квартире. Весной и летом, когда все тает, хозяин ходит по дому в резиновых сапогах. Полы в квартире настолько прогнили, что проваливаются вниз. Жильцам приходится делать настил из досок. Как мы видим, пока здесь нет воды, так как поставили насос. Но его только что забрали, и уже через сутки здесь снова зальет канализационной водой. За день до приезда нашей съемочной группы как раз в доме установили насос и выкачали воду. Но, по словам Надежды, она добилась откачки с большим трудом. Как только заявку делаешь, девочки отвечают диспетчера, что у них насоса нету. Как только освободится насос, мы вам поставим. В итоге, пока мы не утонем, пока мы войну не начинаем, у нас вот такая ситуация происходит. Поэтому жильцы просят, чтобы им выполняли своевременную откачку канализационных вод. Тем временем в управе Сайсарского округа заверили, что проследят за выполнением работ. Когда вода будет появляться, управляющая компания будет каждый день выкачивать. Конечно, мы будем следить. Если там не отрабатывают, на нас надо выходить по содействию, чтобы это отрабатывалось быстрее. Помимо регулярных потопов, в доме еще много сопутствующих проблем. Примерзают входные двери, обваливается штукатурка, сыпется потолок. Здание потихоньку рушится. Поэтому жильцы ждут скорейшего переселения. Но по программе снос запланирован только после 2025 года. Светлана Амосова, Григорий Хлопков, Якутск.